На днях в Якутске состоялось традиционное первенство-турнир по кикбоксингу памяти первого чемпиона СССР, чемпиона мира Александра Иванова. На дальневосточный турнир приехали уже именитые спортсмены из Владивостока, Приморского края, Биробиджана, Камчатки. Словом, были представлены все регионы нашего федерального округа. Участники отметили высокий организационный уровень соревнований, которые проходили в Центре национальных единоборств «Мадун». Сразу после первенства в школе высшего спортивного мастерства под председательством вице-президента Федерации по кикбоксингу Александра Михайлова состоялся разбор полетов. Были высказаны все замечания как по организации самого турнира, так и промахи тренерских работ. Кстати, в ходе совещания стало известно, что якутянин Сергей Егоров возглавил судейскую коллегию ДФО по кикбоксингу. Будем работать, надо работать с регионами, выявлять на соревнованиях лучших судей и в этом судейском составе ехать на чемпионат и первенство России. Если посмотреть в сравнении с Хабаровским краем, с Приморским, с приморчанами, именно по молодежи и по юношам мы чуть-чуть, конечно, им уступаем. После совещания в зале бокса, что находится в спорткомплексе «Триумф», я встретилась с гостями и организаторами дальневосточного первенства. По всей республике кикбоксингом в последнее время количество занимающихся увеличивается. В городе 11 клубов. Это в Триумфе, Веллиботоре, Махсогол, Сарел, и так далее. Это одни из известных клубов. А также в районах Горном Улусе, Вилюйском Улусе, Нерюнгри, Алдан. И вот недавно провели переговоры, подписали соглашение о развитии кикбоксинга в Нюрбинском и Вилюйском районах. Намском районе еще есть. В Сунтарском ребята тоже занимаются кикбоксингом. Их мало пока, но со временем надеемся, что кикбоксинг получит развитие в Улусах. Я считаю себя счастливым человеком, потому что не работаю ежедневно, а получаю удовольствие. На турнире присутствовал старший тренер, он же исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Бурятия Зарикто Занданов. На этих соревнованиях я не первый раз. До этого, когда проводили в Нерюнгри памяти Иванова Александра, мы неоднократно приезжали, участвовали, бойцов я привозил, достаточно. И вот сегодня, в этот раз приехал я в Якутск первый раз, правда, без бойцов. У нас там своя сибирская федеральная зона, округ будет, буквально 18 февраля. И, турнир прошел на высоком уровне, на высоком организационном уровне, Ребята Якутии всегда отличались хорошими традициями. Нынешний тренерский состав, исполнительные вице-президенты, все. Это мои друзья, они мы знакомы с 90-х годов. Свою благодарность спонсорам за помощь в проведении турнира памяти Александра Иванова выразил именитый спортсмен, ныне вице-президент Федерации кикбоксинга Республики Иннокентий Макаров. Я отдельно хотел бы поблагодарить группу компании «ЕТЭК» за финансовую помощь, ГУП «Комдракмет» за предоставленные призы и многим другим нашим коллегам, которые не забывают спорт и от души помогают нашему виду спорта. На этот турнир приехали впервые с Камчатской области. Постоянно приезжают к нам наши друзья Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области. Также впервые приняли участие наши товарищи из Республики Тыва. И на этот раз к нам приехали первый вице-президент Федерации кикбоксинга Вадим Владимирович Украинцев, председатель судейской коллегии России, Федерации кикбоксинга России Владимир Шатчинев и зампредседателя судейской коллегии
Березкин Александр Николаевич. Слава Богу, они оценили нашу работу, организационные моменты на высшем уровне, на уровне Кубка России, чемпионата России. И, соответственно, в будущем мы по их оценкам можем принять более высокие, на высоком уровне, то есть соревнования высокого ранга. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.